Столбики термометров сегодня едва не достигли отметки 40-градусной жары. Именно поэтому был отложен футбольный матч Уфа-Арсенал. Но чуть позже он все же состоялся, и наши операторы успели приехать со стадиона в студию. Добрый вечер на канале БСТ. Время подводить итоги недели. Сделаем это вместе. Я Альбина Харулина. И вот ключевые темы выпуска. Режим чрезвычайной ситуации в районах Зауралья. Леса поглощает огонь и прожорливый шелкопряд. Цель этих работ – сохранить листву на деревьях, потому что убрать вредителя как биологический вид невозможно. Вредителям охвачено почти 500 тысяч гектаров площадей. Столбики термометров приближаются к отметке плюс 40 градусов. Мне вода, по сути, холодная, но я, как отец, я бы своих детей в эту воду не пустил бы. Спасение жителей ищут у водоемов, при этом пляжи официально еще не открыты. Вы дорогу здесь раздолбили, речку раздолбили. Что вы сделали нам? Горы отходов, разбитые дороги, золотодобытчики перешли все границы. Всю территорию, то есть в определенном промежутке времени перепашет и потом исчезает. Против варварской откачки денег предложено создать комиссию по вопросам недропользования. Богатствами республики интересуются компании, бенефициары которых в офшорах. Страдает экология, а главное – местные жители. Спасение из железного плена. Подложил себе поролон, то есть он лежал на поролоне. Он был без обуви, он в носки себе положил тоже оторванный поролон. 11-летний школьник сутки провел в ржавой цистерне. Помогла торчащая из бочки детская рука. Отряд «Лиза Алерт» в поиске волонтеров. Их научат тонкостям разыскного дела в лесах и на болоте. Среди вакцинировавшихся от ковида разыграют квартиру. Загранпаспорта начнут оформлять в криптокабинах. 80% стоимости путевок в детские лагеря вернут. Дайджест итогов недели. И миллион на запись песен. И на самом деле хочется сказать большое спасибо Янгамон, Рахматиня Янгамон за эту школу. На телеканале БСТ определили победителя международного музыкального конкурса Янгамон. Новые имена, звездное жюри. Зрители ждут продолжения проекта. Будет ли второй сезон? Аномальная жара и чрезвычайный класс пожароопасности. В Белорецке уже не первый день горит лес. Огонь на данный момент локализован, но пожар еще не потушен. Жителям запретили посещать леса в Зауралье. То, что не уничтожает огонь, пожирает шелкопряд. В этом году вредителей особенно много. Сразу в 5 районах ввели режим чрезвычайной ситуации. Тем временем прогнозы синоптиков не обнадеживают. Май в этом году бьет все температурные рекорды. Люди ищут спасения у водоемов. Уже есть и первая жертва воды. Репортаж Айгуль Хатыповой. Уже третьи сутки не могут справиться с огнем в Терлянском лесничестве. 80 гектаров горят в районе Судовой горы. При этом несколько дней назад спасателям с трудом удалось потушить пожар на площади в 137 гектаров в районе Инзырских зубчаток. Один лесной пожар в районе населенного пункта Абзаково в 13:50 был ликвидирован на площади 13 гектар. Продолжает действовать один лесной пожар вблизи населенного пункта Терлян. Пожар локализован на площади 80 гектар. Угрозы населенному пункту нет. Ведутся работы по его ликвидации. Горят леса и в Учелинском районе. Угрозы для живых домов нет. В регионе введен особый пожароопасный режим. В 9 районах республики людям запретили посещать леса. Нарушителям грозит штраф до 5000 рублей. Что не уничтожил огонь, сжирает шелкопряд. В Зауралье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространения опасного насекомого. Практически 500 тысяч гектаров леса оккупировали полчища гусениц. Непарный шелкопряд с большим аппетитом объедает целые гектары зеленых насаждений. Сейчас в местах очагов размножения уже начались подготовительные работы к уничтожению насекомых. У нас запланировано проведение 2 способов и 2 методов, то есть биологический метод и химический метод. Там, где, скажем, посещение лесов минимально. Цель этих работ – сохранить листву на деревьях,
потому что убрать вредителя как биологический вид невозможно. Пока леса пытаются спасти сотрудники различных служб, жители республики спасаются сами. Жаркая погода согнала людей к берегам водоемов. Уфимские пляжи еще даже не открыты, но уже переполнены отдыхающими. Спасатели дежурят на реках и озерах, не сводя глаз с воды. Обращают внимание и на адекватность судовладельцев. Не всегда они садятся за штурвал в трезвом состоянии. Это же касается и купающихся. Пока спасатели приводят в порядок территории возле городских пляжей. Отсутствие буйков и необследованное водолазами дно представляет реальную опасность для отдыхающих, особенно для детей. Бутылки, коряги, камни и кирпичи – стандартный улов в период подготовки мест для купания. 2 бутылки, которые впоследствии могут быть разбиты. Тем временем сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам дежурят на крупных водных объектах. Инспекторы проверяют, соблюдены ли нормы безопасности, отсутствие спас-жилетов, документов на плавсредство и перегруз. А в случае чего бросаются на помощь самоуверенным пловцам. Люди полуводные рассчитывают в купальный сезон, думают, что собираются переплыть реку. На самом деле река же она такая, она же непредсказуема. Вот идем сейчас, раз водоворот начнем крутить. Попадают люди в разные ситуации. Но, естественно, если мы по пути идем и выйдем это, то у нас все приспособления есть, все для спасения. И спасательные круги, и концы Александрова, и сами мы, в принципе, готовы оказать помощь. И оказываем. Несмотря на высокую температуру воздуха, вода еще не успела в достаточной мере прогреться, а купание в холодной может вызвать судороги. То, что купаться на необорудованных пляжах запрещено, все знают, но пытаются заверить, что в воду не заходили. А не боитесь, что утонуть сможете? Нет. Я бы только пил, а он за рулем. А я не плавал. А кто-то уверен, его спасет закалка, но вот другим в воду заходить не советуют. Это я просто как взрослый человек, я понимаю то, что как бы вода холодная, то, что нельзя заходить даже по пояс. Но тем не менее, вы же сами вот заходите. Ну, я захожу только по колено. Я захожу по колено просто чисто как бы, то, что мне жарко. Да? Да, чисто ради этого. Но детей я как бы в воду не пустил бы никогда. На пляжах, где не дежурят сотрудники МЧС, спасение утопающих становится делом рук самих утопающих. И первые жертвы таких мест уже есть. На этой неделе на озере в Демском районе утонул 16-летний мальчик. Спасти подростка пытались отдыхающие на берегу, но не успели. Гульхатыпова, Булат Садреев. Итоги недели. Жара только вот никак не способствует снижению заболеваемости COVID-19. Еще 3 случая смерти зарегистрированы сегодня. С начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 488 жителей республики. За последние сутки зафиксированы 92 новых случая заражения. Еще у 134 человек диагностирована внебольничная пневмония. Владимир Путин потребовал ужесточить правила оборота гражданского оружия. В Башкортостане еще и дополнительно усиливают меры безопасности в школах. Поводом стала трагедия, случившаяся на неделе в Казани. Утром 11 мая в 175-ю гимназию вошел 19-летний бывший ученик Ильнас Галявиев с ружьем и самодельными взрывными устройствами. Он открыл огонь по находящимся внутри людям. В результате погибли 7 учеников и еще 2 педагога. И более 20 человек получили ранения. Несколько дней к представительству Татарстана в Уфе приходили жители республики с цветами и игрушками, чтобы выразить свою скорбь и поддержку. Нет слов, которые мы хотели выразить то бесчеловечное преступление, которое совершил этот человек. Даже человеком его сложно назвать. Я не хочу это говорить. Я как отец 5 детей не могу даже представить, что это может произойти. Это вызывает у любого нормального человека чувство отвращения таким людям. Стоишь и думаешь, не вернуть ли нам высшую меру наказания. Сейчас стрелок помещен в СИЗО на 2 месяца, ему может грозить пожизненное заключение. В школах Башкортостана начались проверки систем безопасности. Сотрудники различных ведомств осматривают учебное заведение на предмет защищенности в случае возможного вторжения, а также проверяют знания охранников. Между тем, эксперты, психологи отмечают, что симптоматика психических заболеваний может проявляться постепенно. Большое значение имеет равнодушие. Ну вот да, он такую-то фразу сказал, ну он дурачок, да, и никто не думает о последствиях, что они могут быть необратимыми, что они могут иметь такие страшные, закончиться такой страшной трагедией. И, к сожалению, те сигналы, которые, возможно, он подавал в сети, либо ближайшему окружению, они не расценивались как сигналы опасности.
Остановить варварское разграбление полезных ископаемых и обязать недропользователей убираться за собой. Такую задачу поставил Ради Хабиров. В погоне за прибылью ряд компаний оставляют после себя горы мусора и не проводят рекультивацию. В результате страдает экология, а главное местные жители. В Баймаке, где все допустимые границы перешли золотодобытчики предприятия «Таналык», глава региона провел совещание. Прозвучало, что наглейшим образом ведет себя и компания «Альтинвест», работающая в Учелинском районе. Там же остро стоит вопрос ликвидации экологического вреда от производства сангалыкского диоритового карьера. Их руководство тоже получило приглашение на серьезный разговор. Руководитель республики предложил создать межведомственную комиссию. Кто войдет в ее состав и как она будет работать, расскажет мой коллега Азат Садреев. А фиолетом они отмечены вот те участки, куда они вышли за пределы того, что они должны были разрабатывать. 48 тысяч квадратных метров плодородной почвы уничтожили бульдозерами золотодобытчики недалеко от озера Талкас. Вся эта территория находилась за границами лицензионного участка, выданного компанией «Таналык». По мнению жителей, они варварски изменили русло одноименной реки для своих нужд. Поэтому недовольство баймакцев Ради Хабиров назвал вполне обоснованным. У нас очень часто бывает, лицензию дают, она поэтапно должна осуществляться. Он должен одно место разработать, потом рекультивировать, переходить на другое. А он всю лицензию, всю территорию, то есть в определенном промежутке времени перепашет и потом исчезает. Глава Башкортостана добавил, что богатствами республики интересуются компании, бенефициары которых находятся за рубежом или в офшорных зонах. Они являются учредителями или владеют частью предприятий недропользователей. А выдача лицензий на разработку месторождений входит в федеральные полномочия, и республика повлиять на это не может. Но нам важно понимать, кто здесь работает, сказал Ради Хабиров. Для этого в Зауралье создадут межведомственную комиссию по вопросам недропользования. В нее войдут предприятия, добывающие полезные ископаемые, надзорные ведомства, главы администрации районов. Основная задача – вернуть природе первозданный вид настолько, насколько это возможно. Зеленые насаждения вдоль дороги мы посадим. Когда мы рекультивируем там эту площадь, осенью там еще 4 гектара зеленых насаждений будет посажено. Со вчерашнего дня экскаватор у нас вышел, отремонтировали, мы начали уже расчистку русла реки. На контроле руководства республики и экологическая ситуация вокруг сангалыкского диоритового карьера в Учелинском районе. Предприятие начинает двухэтапную модернизацию, чтобы избавить деревню Мансурово от производственной пыли. Инициативная группа жителей будет лично следить за процессом. Им доводится информация о том, что мы делаем. Составляются совместные протоколы, мы ознакомливаем с этими протоколами, они там расписываются, они видят, что там написано. В ходе рабочего визита в Баймакский район Ради Хабиров ознакомился с весенне-полевыми работами. Зауралье – зона рискованного земледелия, засушливое лето в этих краях не редкость. И чтобы не лишиться урожая, предприятие Зауралье Агро планирует построить современную оросительную систему. Проект был одобрен на инвестчасе. Такие же системы мелиорации смонтируют в Абзелиловском и Хайбулинском районах. Я переживаю, вот баланс воды не изменится, условно говоря. Вы воду отсюда возьмете, там через какие-то перетоки, то есть, чтобы у людей потом колодцы не повысыхали. Нет, конечно, это же исключительно будет делаться после расчета проектировщика. Проходит вся экспертиза, в первую очередь экологическая экспертиза. Если экологи подтверждают, что все нормально, то есть никакого ущерба ни населению, ни природе не нанесено, только после этого начинаем строить. А стадион «Труд» в Баймаке не могут достроить уже 8 лет. Такое положение дел во время своего прошлого визита Ради Хабиров назвал примером человеческой безалаберности. Объект обошелся в 80 миллионов рублей, но за время простоя сгнил и проржавел. С ноября прошлого года здесь возобновили работы в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Закупили комплект спортивно-технологического оборудования. Стадион «Труд» – самый известный долгострой в Баймаке. Его возвели еще в 2013 году, но с тех самых пор на этом поле не сыграно ни одного официального футбольного матча. Долгожданное открытие обновленного спортивного сооружения запланировано на это лето. Строители обещают завершить все работы в середине июня. А вот борцы района на отсутствие зала не жалуются. Ради Хабиров дал старт соревнованиям по борьбе куреш в ФОКе «Богатырь». Турнир организовал Союз общественных инициатив Зауралья, с активистами которого глава Башкортостана пообщался в завершении рабочей поездки. Жители города говорили о летнем отдыхе и оздоровлении детей, развитии спорта, укреплении медицины и отдельно поблагодарили за внимание к вопросам экологии. Честно, от всего города, от всех. Азат Садреев, Роберт Давлетбердин, Виктор Меренков и Виктор Демидов. Итоги недели. Баймак.
У мусульман завершился праздник Ураза-Байрам, который длился 3 дня. Он ознаменовал окончание месяца Рамадан, когда верующие в течение 30 дней держали строгий пост. В мечетях прошли праздничные богослужения, на входе у верующих мерили температуру и обрабатывали руки. Желающих попасть на молитву было так много, что на улицах расстилали ковры. Очень благодарна своему Господу, нашему правительству, что в этом году у нас так получилось. Мечети свободные, люди днями, ночами молились. Надеемся, что вот эта мадраса, которую мы выработали в сердцах, в наших умах, в наших делах, иншаллах, продолжится в течение года. Мы будем счастливыми в этой жизни, в ахирате, иншаллах. В мечетях готовили праздничный плов. Также мусульмане жертвовали фитр садака. Его принято выплачивать в первый день праздника. Глава семьи отдает деньги за себя, супругу и детей. Собранные средства идут нуждающимся. Ураза-Байрам – праздник добрых дел и милосердия. У нас вот именно в этот месяц Ураза понятие семьи, оно вот на глазах расширяется. Семья начинается у нас вот здесь дома, и дальше вот в нашей деревне, в соседней деревне мы ездим. Это праздник единения всего общества, скажем так. Добрые, все объединяются как-то, все с друг другом взаимодействуют, у никого нет на друг друга обид никаких. Мне это очень нравится. В Башкортостане обучают людей поиску пропавших. Проект «Найди меня» организовал курсы благодаря гранту главы республики. Волонтеры, желающие вступить в ряды поискового отряда «Лиза Алерт», проходят курсы, где их учат навигации и тонкостям разыскного дела. Как найти человека среди болот и лесов и оказать первую помощь? Что такое работа на отклик? И как правильно эвакуировать пострадавшего? Свой опыт передают и бывалые поисковики, и сотрудники МЧС. О том, как десятки людей спасают сотни жизней, и подробности последних поисковых операций в материале Анастасии Чебаевой. Небольшое отверстие цистерны удается расширить только с помощью спецоборудования. Внутри 11-летний Даниил. Родители сутки не знали, жив ли он. Ушел гулять и не вернулся. Объяснить, как оказался в бочке, мальчик не мог. Залезть через дыру получилось, а вот выбраться уже нет. Территория поисков была большая. Ребенка искали полицейские, спасатели и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Когда на берегу обнаружили детские кеды, подумали о самом страшном. Водолазы начали исследовать водоем, но поиски на суше не прекращались. В какой-то момент волонтеры заметили торчащую из цистерны ручку. Подложил себе поролон, то есть он лежал на поролоне. Он был без обуви, он в носки себе положил тоже оторванный поролон. Он где-то нашел воду, там протекала рядом речка. Он нашел себе воду, и то есть он лежал, сильно не двигался. Он был истощен, конечно, в любом случае. Мы сразу дали ему воду, сразу сладкое питье, чтобы у него желудок начал работать. Но сутки он, в общем, провел в этой бочке. Отсюда же можно сделать вывод, что и детям нужно это все преподавать. Знания могут помочь спасти не только свою жизнь, но и чужую. В случае Даниила лишь одна из тысяч историй, когда волонтеры отряда «Лиза Алерт» помогли потеряшкам вернуться домой. Поисковый отряд – это слаженная система. Есть те, кто работает на телефоне, в интернете, на местности. Каждый новичок проходит обучение. В начале мая активисты, недавно вступившие в «Лиза Алерт», нашли потерявшуюся 78-летнюю бабушку. Залезли в этот вняк по колено в воде, ломая ветки, стали работать на отклик. Услышали уже звук отличимый, уже стало ясно, что это бабушка. Побежали туда, уже о сухих ногах никто не думал. Увидели бабушку, она лежала в воде возле дерева. И когда эту картину я видел, мне прямо даже слезы чуть не потекли. Наконец-то мы ее нашли. Повезло, что в Нефтекамске находилась местная группа поисковиков. Основная из Уфы ехала бы до места 4 часа. Но, к сожалению, в Башкортостане охвачены не все районы. Во многих волонтеров пока не удается найти. Обнаружить бабушку помог отклик. Поисковики на время замирают и отчетливо в 4 стороны кричат имя потеряшки с надеждой, что кто-то отзовется. В идеале поисковик должен уметь пользоваться компасом, навигатором и рацией, должен знать, как выполнять основные задачи. Это работа на отклик, это прочес местности, если поиск затянулся надолго, либо если мы предполагаем, что человек может быть без сознания, либо это маленький ребенок, мы закрываем местность плотно прочесом.
В 2010 году 5-летняя Лиза Фомкина и ее тетя вместе с собаками отправились гулять в лес, но обратно не вышли. Родители обратились в полицию, но поиски шли вяло. Тогда кинули призыв в интернете. Люди откликнулись. Спустя 9 дней в буреломе нашли тело тети. Она погибла от переохлаждения. Лизу обнаружили на следующий день, уже мертвой. Опоздали всего на сутки. На ребенке лежала собака, которая до последнего пыталась согреть малышку. После этой истории появился отряд «Лиза Алерт». Он нажимает на желудок. Содержимое желудка, там все ослаблено, он без сознания. Уходит вверх, забивает все дыхательные пути, и человека уже не спасти. Волонтеров обучают, как правильно оказывать медицинскую помощь, не навредив. Но главная ошибка – это бездействие. Трамваем сбила мальчика, и вот все снимали там, прочее. Даже никто не позвонил на скорую помощь. У мальчишки была рана на руке, он просто истек кровью. Обычная просто перевязка. То есть просто наложить повязку на руку. Либо, наоборот, бывают случаи, когда девочка обычная на ДТП минут 15 в одиночку делала искусственное дыхание, массаж сердца вот до приезда нас, потом уже приехала скорая помощь, и если бы не ее помощь, человек бы просто умер. Сейчас в команде «Лиза Алерт» несколько десятков человек, но люди по-прежнему крайне нужны. Записаться в отряд можно, позвонив по телефону, указанному на экране. Поисковики – это обычные люди разных профессий, но объединенные желанием помогать. В какой-то момент они решили отдать свое свободное время тем, у кого этого времени почти не осталось, чтобы в очередной раз можно было сказать «найден, жив». Анастасия Ильчебаева, Артур Елаев, Родион Матвеев, Вадим Богомолов. Новости. Уфа. В Уфе среди привитых от коронавируса разыграют квартиру и 10 смартфонов. Акция «Здоровая Уфа» стартовала 14 мая и продлится до 20 июня. Каждый, поставивший прививку в этот период в одном из столичных пунктов вакцинации, получит флаер с уникальным кодом, который нужно будет зарегистрировать на сайте акции и ждать результатов. Розыгрыш состоится 23 июня. Главный приз – однокомнатная квартира в Уфе. Кстати, в России каждый 5-й человек готов привиться от COVID-19 ради путешествия за границу. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Суперджоп». Поддержанная президентом Владимиром Путиным инициатива о кэшбэке за детский отдых заработает 20 мая. В Башкортостане участие примут все 107 детских лагерей. Проект начнет действовать с 20 мая и продлится до конца года. Кроме того, для жителей действует республиканская программа поддержки детского отдыха. Ее участники смогут получить дополнительную компенсацию в размере 30% от стоимости путевки. Таким образом, им компенсируют 80% затрат на детский отдых. В Башкирии детям войны начнут выдавать удостоверения. Никаких заявлений и личных обращений жителей не требуется. Выдача удостоверений будет организована через администрации районов и городов республики до 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Статус «Дети войны» соответствующий документ получат люди, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживающие на территории республики. Все эти люди имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи и оформление путевки в организации стационарного социального обслуживания. В настоящее время в республике проживают 189,5 тысяч детей войны. А вот оформить биометрический загранпаспорт сроком на 10 лет теперь можно в криптокабине в Стерлитамаке. В специальной будке заявитель сможет самостоятельно сдать свои биометрические данные, сфотографироваться и отсканировать российский паспорт. Данные попадут в МВД, пройдут проверку и поступят на фабрику госзнака. Готовый документ доставят в МФЦ. Заявителя уведомят о том, что паспорт готов. Напомню, первая подобная криптокабина была запущена в конце апреля в одном из уфимских офисов МФЦ. В Луганской Народной Республике открыли бюст Минигали Шаймуратова. В школу, которая носит имя командира 112-й башкирской кавалерийской дивизии, памятник привезли из Башкортостана. Его сделали силами добровольцев. В Луганск приехала делегация из нашей республики. К памятнику советским воинам, установленному у братской могилы, в которой похороненный генерал-майор, цветы возложил глава Башкортостана. Строгий взгляд, командирская папаха и полевая гимнастерка. Так Минигали Шаймуратов запечатлен на многих фотографиях. Бюст везли из Башкортостана и открыли в школе имени командира 112-й башка в дивизии. Бюст Шаймуратова, конечно, мы мечтали о таком подарке, потому что школа носит уже 5 лет имя этого человека. Мы очень гордимся этим почетным правом продолжать воспитывать в наших детях патриотизм, воспитывать на подвигах героев. Генерал-майор погиб при освобождении Луганской области от немецко-фашистских захватчиков на высоте между Петровским и Штеровкой. Предположительно, там же он был и похоронен. Его кровь проливалась здесь, на этих полях. Минигали Шаймуратов погиб 23 февраля 1943 года. В
память о герое с места взяли землю. Позолоченной капсуле с артефактом теперь нет цены. Мы это помним, я помню хорошо, я имею в виду. Мы знаем хорошо историю, нас в школе учили этому. Я еще общался с ветеранами, я помню своего деда, который воевал, который мне рассказывал. Вот. А вот нынешние дети этого не знают и не помнят. И поэтому им нужно рассказывать, а рассказывать вот об этих подвигах. Не о тех каких-то вымышленных киношных подвигах. Ведь за судьбой каждого генерала, судьбой каждого воина, который погиб, целый мир, целая история стоит, по которым можно и нужно снимать фильмы. Поэтому, конечно, это идет борьба за души детей, идет борьба за будущее нашей страны. Рядом с местом гибели в Штеровке поле выложили плиткой 9 на 9 метров. Размер площадки символичен, такой же, как и под памятником Минигалиши Муратова на родине в Кармаскалинском районе. Позже мемориал появится и на этом месте, в Луганске. Установят бюст генерал-майора, но уже другой, из бронзы, в планах в этом году. От будущего памятника проложили дорожку из плит к самому месту гибели командира 112-й башкав-дивизии. Раньше для ориентира оставляли камни. Всю работу сделали добровольцы, местные жители. В последнее время такое ощущение, что он уже здесь в памяти стал живой, и вот рядом с нами здесь находится. Он как бы и не погиб, получается. Шаймуратов родился в Башкирии, пошел воевать, ему было тогда 20 лет, молодой человек, но он уже 75 лет покоится со своими славными воинами, героями на нашей земле. Он уже и наш герой. Это нас объединяет. Историю берегут обычные жители, причем буквально охраняют. Поисковик Анатолий Еремеев следит за одной из братских могил. Скромное надгробие без огромного мемориала. Предположительно, здесь тоже захоронены башкирские конники. Люди сами поставили железный памятничек такой был. На нем было написано: здесь похоронены 11 воинов. Вот это краткое было. А когда началась вот эта металлическая эпидемия, его снесли, мы поставили скромненький, посадили цветы. Женщины, есть школьники, приходят сюда, ухаживают все. И мы ухаживаем. А вот в этом здании в годы войны тайком лечили бойцов, прятали от фашистов. Под видом опасных больных госпитализировали в подвал. Здесь и здесь подвальные помещения были, и здесь, сохраняя это под видом тифозных, этот главврач Василий Никитич, он лечил, и немцы боялись эпидемических вот этих заболеваний. В сквере луганского города Петровская установлен памятник башкирским конникам. Там делегация из Башкортостана высадила деревья. Возможно, в будущем здесь появится армия из 112 саженцев. Лилия Курбанова, Рафик Ахмедшин, Вадим Исламов. Итоги недели. Сразу после итогов недели в эфир канала БСТ выйдет специальный репортаж «Неизвестные герои». Речь пойдет о башкирских героях Вьетнамской войны, о которой многим мало что известно. Шокирующие подробности у Юлии Нигматуллиной. Обнаружить цели. Цели под прикрытием помех. Есть цель. Обнаружить. Башкирия во Вьетнаме. Как наши офицеры воевали против США. Рассекреченные данные о десятилетней войне. Модно было у них живого вьетнамца поймать, живот разрезать и попробовать вьетнамскую печень. Это вообще звери какие-то, не люди там. Напалм и химическое оружие, как американцы пытались стереть Вьетнам с лица земли. И почему сами оказались разбиты. Русский асывар подбил меня. Наши летчики тоже подбивали, да? Обязательно. То есть эта песня, она родилась неспроста? Конечно. Они боялись наши. Как увидят, так и сразу назад. Ничего страшнее войны. Воспоминания вьетнамца в детстве, потерявшего всю семью во время боевых действий. Один раз они меня поймали и сказали, если ты скажи, где твой отец, и чем он занимается. Если нет, я тебе отрезала. Уникальные данные и истории, которые никогда не публиковали в советских СМИ, расскажем в специальном репортаже. В Уфе запустили таймер с обратным отчетом до главного культурного события грядущего лета – Всемирной фольклориады. На площади перед Конгресс-холлом Таратау появилась большая русская матрешка в башкирском национальном костюме.
На ней установлено цифровое табло, которое отражает количество дней, оставшихся до начала крупнейшего международного события. По этому случаю в центре города устроили авиашоу. Сделав круг над Белой, самолеты вернулись в небо над площадью, после чего на нее приземлились несколько парашютистов с флагами России, Башкортостана и фольклориады. Мы подготовили новые культурные номера, которые посвящены другим народам мира, другим странам мира. Поэтому мы полагаем, что это будет одно из действительно ярких самых событий, поскольку, напоминаю, что фольклориада, она впервые вообще проходит в Российской Федерации. Поэтому это для нас и честь большая, конечно, и большая ответственность. Республика Башкортостан станет первым регионом России, на территории которого пройдет культурная олимпиада. Порядка 2000 артистов из 55 стран мира объединятся для того, чтобы представить у нас свою культуру. Международный форум должен был пройти в Башкортостане еще в прошлом году, однако помешала пандемия. На этот раз фольклориаду решено провести, соблюдая строгие санитарные правила. Башкортостан готов не только гостеприимно встретить, но и удивить участников фольклориады. Абсолютно готов, и мы сегодня очень много об этом говорили. Готов и с точки зрения инфраструктуры, здесь замечательные учреждения культуры. Готов и с точки зрения обновленных материально-технической базы. Здесь есть самое современное оборудование, которое, безусловно, будет принимать участие в организации этого мероприятия. Но и готов с точки зрения профессиональных людей, профессиональных творческих коллективов. Представители более 55 стран мира приедут в Уфу в июле, и до этого еще никогда не было так сложно организовать и провести фольклориаду, потому что она пройдет в непростое время в связи с пандемией. Вся команда нашей организации восхищена командой Башкортостана, потому что мы видим, что к мероприятию здесь готовится очень серьезно. Миллион самому лучшему исполнителю. Накануне завершился первый сезон международного музыкального проекта Young Among. В течение 3 месяцев зрители телеканала БСТ следили за молодыми исполнителями, и на финише именно они выбрали победителя шоу. Им стал уфимец Искандер Сулейманов. Артист получил сертификат на 1 миллион рублей. Конкурс Young Among удалось реализовать благодаря гранту главы Республики Башкортостан. Музыкальный баттл такого уровня впервые прошел на региональном телевидении. С подробностями Динара Таймасханова. Если бы мне в 18 лет вручили бы вот такую сумму... Подожди, пока не тянись, хватит. Если бы мне 18 лет вручили бы такую сумму, я даже не знаю, на что бы потратил, да? А Искандер Сулейманов определился, на что потратит свой первый миллион. Артист мечтает арендовать звукозаписывающую студию. Раньше соседи часто стучали музыканту по батареям. Уфимцу всего 18 лет, и он самый молодой участник шоу Young Among. За время проекта исполнитель смог завоевать сердца телезрителей. Они отдали ему 35% голосов и первое место в конкурсе. И на самом деле хочется сказать большое спасибо Young Among, Рахматинга Young Among, за эту школу, бесценную школу, потому что здесь мне кажется, как артист я вырос. То, что было в начале, и то, что сейчас, это 2 разных уровня. Участнику из Армении Исламу Адашеву петь пришлось прямо в аэропорту города Баку. Артист не смог прилететь в Россию из-за эпидобстановки. Желающих принять участие в первом сезоне международного музыкального соревнования было более 800. После 2 кастингов претендентами на главный приз стали 16 исполнителей. Кресла членов жюри на протяжении проекта занимали Лина Арифулина, Элвин Грей и Гульнас Асаева, так называемый судейский костяк. Валерий Меладзе, Марат Башаров, Салават Фатхиддинов, Фидан Гафаров стали приглашенными рефери. Вы знаете, проект прошел свой революционный путь. Я надеюсь, что он станет на рельсы, окрепнет и будет двигаться дальше уже такими, знаете, фундаментальными, сильными шагами. Как и в любом соревновании, не обошлось без слез. 2 участника покинули шоу добровольно после того, как их номинировали. Поэтому кандидатами на вылет стали другие конкурсанты. Успевшие подружиться исполнители тяжело расставались с соперниками. За приз в 1 миллион рублей боролись жители республики, москвичи, артисты из Армении, Таджикистана и Казахстана. Упор в шоу был сделан на башкирском языке, песни на котором пели все исполнители, независимо от того, знают ли они его. Я, во-первых, поблагодарил бы все страны, которые участвовали в нашем проекте, за то, что они пели песни на нашем родном языке. Это очень приятно. Я просто благодарен всем
участникам за то, что вы с нами, за то, что вы поддерживаете наш язык, нашу культуру. Проект шел 3 месяца. Это совместная работа телеканала БСТ, команды Лины Арифулиной и лейбла Элвин Грей. Идея создания подобного шоу у Радика возникла осенью прошлого года. Грант главы Республики Башкортостан помог реализовать творческую идею в международный проект. К слову, в России это первое музыкальное соревнование такого уровня, которое проходило на региональном телевидении. Это колоссальный труд. Это несколько месяцев подготовки. Это 3 месяца съемочного процесса и эфиров. Я хочу сказать однозначно, телеканал БСТ после проекта Young Moon вышел на совершенно другой уровень. Делать забег на долгую дистанцию – это всегда сложно. Об уровне проекта, я думаю, скажут зрители. И если второй сезон случится этого проекта, и второй сезон окажется еще выше по рейтингу, чем первый, значит уровень хороший. Элвин Грей уже приглашает молодых исполнителей к участию во 2-м сезоне проекта. Артистов он призвал захватить с собой талант и стремление. Все остальное будет, пообещал музыкант. Старт Young Moon, часть 2, запланирован на осень этого года. Динара Таймасханова. Итоги недели. Футбольный клуб Уфа сохранил прописку в премьер-лиге. Сегодня башкирская команда обыграла на своем поле Арсенал из Тулы. Из-за жары начало матча было перенесено на 2 часа. Столбик термометра показывал 39 градусов. Уфе удалось быстро открыть счет после того, как команды все-таки вышли на поле. Мяч головой забил Олег Иванов. Арсеналу удалось сравнять счет, но еще до перерыва защитник Туликов-Беляев срезал мяч в свои ворота. Во 2-м тайме Арсенал остался в меньшинстве. Итог 2-1. Победа позволила башкирскому клубу занять 13-е место и остаться в РПЛ. Такой выдалась уходящая неделя. После прогноза погоды не пропустите специальный репортаж Юлии Нигматуллиной. До встречи в эфире.